Уважаемые соотечественники, кроме преподавательского состава или педагогического состава, имеется еще три категории групп граждан, которые поддерживают диктатуру, или благодаря им, или которым в Туркменистане продолжает процветать буйным цветом диктатура. Это, первым делом, силовые структуры Туркменистана, это прокуратура, полиция, судейская коллегия, спецслужбы. Вот это значит категория, на которых постоянно опирается эта преступная власть. Эти силы, вместо того, чтобы, соблюдая Конституцию, защищать права человека в Туркменистане, они, наоборот, защищают одного человека, а нарушают права 4 миллионов человек. И этим они, и за это они получают свою зарплату, этим они прокармливают свою семью и детей содержат своих. Третья сила, значит, это аксакалы Туркменистана, седобородые, пожилые люди, которые участвуют на халк маслахаты Туркменистана. Через них диктатор добивается претворения в жизнь нужных ему указов, законов, изменения Конституции. Эти аксакалы, не понимая того, что делают, они рубят суп, на котором жизнится жизнь народа, то есть оставляет наше потомство без будущего. Потому что диктатуре неинтересно, чтобы народ жил и процветал, чтобы люди получали образование, жили полновесной, счастливой жизнью. Им нужно, чтобы они жили хорошо, а народ смотрел снизу вверх на них. Они якобы Богом избраны. Они забыли, что и народ их обязан избирать, они должны служить народу. Ну и четвертая, конечно, еще категория, которая их поддерживает, это, естественно, молодежь Туркменистана, которая в связи с тем, что получает очень плохое образование, где все подчинено, значит, воле одного человека. И они растают таким же, вот как мы видим, вот это вот всеобщее зрелище с танцами, с плясками вместо учебы, со сбором хлопка, с таким образованием, которым в Европе никто их и не примет, и не будет серьезно рассматривать. Вот уже второе поколение само себя губит, молодежи. То есть у них нет стимула или смысла хорошей жизни. То есть примеров нет. В республике все образование на корню, как говорится, подчищено. Молодые люди превращаются в необразованных манкуртов. Вот и все. Вот 4 столпа, на котором держится диктатура Туркменистана.